С начала работы по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Кыргызстане зарегистрировано свыше 6 тысяч случаев. Из них 3,5 тысячи детей уже получили необходимую помощь. В рамках поддержки были реализованы такие меры, как возвращение детей в школу, оформление документов, предоставление социальной помощи, а также размещение в семьях. Для того, чтобы предоставить такие мероприятия, услуги, возможно, на сегодняшний день не хватает какие-то нормативные документы, может быть, какие-то необходимо внедрить новые услуги для того, чтобы мы могли реализовать уже на местах для полноценного, эффективного уже ребенок имел возможность социализироваться, адаптироваться на места, да? В Минтруда отметили, что в 2024 году выявлены 730 детей, которые подверглись насилию. Из этого количества 199 детей подверглись сексуальному домогательству. Отметим, что в 2023 году показатель насилия над детьми составлял 550 случаев. Кроме этого, на общественное обсуждение вынесен новый проект Семейного кодекса. Согласно проекту, в Кыргызстане семья и семейные отношения находятся под защитой государства. Целями кодекса являются защита гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и иных прав членов семьи. В настоящее время проект уже готов, есть повешен на общественное обсуждение, и в настоящее время проводится уже в разных местах слушания по данному семейному кодексу, и согласно получив какие-либо предложения, будет доработано, и с этими документами, согласно регламенту администрации президента, в итоге будет внесено на рассмотрение администрации президента. В Минтруда подчеркнули, что работа проводится в тесном взаимодействии с органами внутренних дел, образования, здравоохранения, а также с центрами занятости и службами регистрации населения. Со стороны МВД по предотвращению насилия над детьми и так называемому буллингу в образовательных учреждениях проведено более 3000 мероприятий, такие как совместные межведомственные рейды, разъяснительные работы среди педагогов, родителей и самих детей. Также нашим ведомством проводятся профилактические мероприятия в отдаленных регионах. Мы составили графики мероприятий совместно с другими ведомствами. По их итогам мы сделаем определенные выводы. Отметим, что в последние годы число детей, оставшихся без попечения за рубежом, также растет. Если в 2022 репатриировали 7 малышей, то в 2023 году 12, а в 2024 уже 21. В этом году привезли 3 детей, еще 5 ожидают возвращения на родину. Эрмек Куренкеев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.